Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Раченко и коротко о главных темах. Минздрав установил новые нормы времени приема больных в поликлинике. Британская компания научилась добывать алмазы из воздуха. Присоединение Мирнинского театра к театру имени Пушкина широко обсуждается общественностью. В причинах такого радикального шага разбирались наши корреспонденты. На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях изменится маршрут перевозок. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. В связи с ухудшением судоходной обстановки ввиду активного ледообразования на реке Лени перевозчиками вводятся в работу тяжелые буксиры. В ближайшее время перевозки будут осуществляться по маршруту Якутск-Даргалах-Тюхтюр. Теперь учащиеся Ленска будут добираться до своих школ и обратно с комфортом и по расписанию. В конце августа перевозчик, выполняющий школьные маршруты, не вышел на новый тендер. И администрация района в срочном порядке принимала решение о запуске на линию муниципального транспорта. Автобусов не хватало, поэтому приобрели 4 новых ПАЗа. 3 из них за счет администрации Ленского района, 1 за счет муниципального учреждения «Гранит». Стоимость одного авто почти 2,5 миллиона рублей приобрели напрямую у производителя в Иркутске. В дороге, как сообщили в «Граните», автобусы показали себя с лучшей стороны. Добрались менее чем за 3 суток. ПАЗы доукомплектованы дополнительными обогревателями и двойными стеклами. По плану их запуск на маршруты произойдет 16 ноября. Они будут курсировать в постоянном режиме с разрывом, наверное, в час. Вот. То есть это будет все работать с понедельника по пятницу. Плюс к этому у нас еще остается 2 автобуса в резерве. Это в случае, если один какой-то автобус может выйти с линии. Это же техника, она ломается, поэтому как резервный вариант. И, соответственно, какие-то организованные перевозки, в части перевозки детей на дальние расстояния. Допустим, дети часто ездят на соревнования в различные другие города. Театр города Мирного оказался самым малопосещаемым театром в регионе. Помимо этого, там выявлены серьезные финансовые нарушения. Плачевное состояние здания, низкая посещаемость и непродуманная репертуарная работа стали причиной присоединения Мирнинского театра к Государственному академическому русскому драмтеатру имени Пушкина. Тему продолжит Марферина Алексеева. Огромный зал на 500 мест давно не использовался по назначению. На протяжении нескольких лет театр работает на 120 мест, из которых чаще всего занято не больше половины. В 2019 году театр провел 87 показов. Это даже меньше половины того, сколько показывают другие районные театры республики. При этом ежегодно в деятельность и развитие театра вкладывается довольно крупная сумма. Порядка 100 миллионов рублей государственных денег с бюджета Республики Саха-Якутия. Более 10 миллионов рублей туда вкладывает акционерная компания «Алроса» и администрация Мирнинского района. Помогаем федеральными субсидиями. Театр за 2019 год заработал всего 1 900 000 рублей. Это то, что мы выручили за свои билеты. А это основной вид нашей деятельности и работы, который мы должны увеличивать, усиливать и направлять туда наш талант актерский. Для того, чтобы предотвратить полную утрату театра, принято решение внедрить опыт самого посещаемого и старейшего театра Дальнего Востока – Русского драматического театра. Эта задача возложена на нового художественного руководителя Александра Лобанова. По его мнению, основной проблемой неэффективности театра является узкая направленность репертуара. Палитра должна быть разнообразная. Здесь должна быть и классика, и отечественная, и зарубежная. Здесь должна быть и образовательная программа. Здесь должен быть тот материал, который бы был интересен широкому зрителю. Но это именно догма сейчас. То есть мы должны прийти именно вот к этому результату. Коллектив Мирнинского театра против перемен. Современную драматургию считают самой актуальной, а присоединение к Русскому театру считают концом самобытности. Дело в том, что в Якутске, помимо театра имени Пушкина, есть еще 5 театров. И если человеку хочется чего-то посложнее и поинтереснее, чем дешевые комедии, то он может пойти в прекрасный Саха-театр. У нашего зрителя этого выбора нет. Поэтому наша репертуарная политика, она должна быть намного богаче, она должна быть намного серьезнее, чем просто спектакли, которые тупо кассовые. Мы провели опрос, в котором горожане делятся своими предпочтениями касаемо желаемого репертуара. Что-нибудь классика какая-нибудь, там что-нибудь «Идиот». Я люблю Достоевского просто, всю его
все его произведения прочитал. Как бы хотелось бы увидеть что-нибудь такое вживую. Я люблю очень историю и исторические спектакли, картины. Хотелось бы больше этого, а потом это воспитывает же нашу молодежь, наших детей. Чтобы там показывали национальные якутские сказки там, ланкота. Кто-то классику любит, кто-то современный репертуар. Кому что нравится. Мне, конечно, классика больше. Помимо работы с репертуаром, театр начнет давно забытую гастрольную деятельность в республике. Кроме фестивальных спектаклей, мы еще будем ставить классику. Увеличили бы гастроли в наших городах, в Нюрнберге, Алдане, в Ленске, Мирном. Если через год мы будем анонсировать, что в аншлаг мирнинских спектаклей, на Мирнинской площадке театров нашей республики идет аншлаг, и зритель идет, и мы работаем, значит, правильно. Вот к этой оценке мы будем двигаться. Новое руководство намерено расширить репертуар. При этом действующие, полюбившиеся зрителям стилистические формы будут сохранены. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Минздрав установил новые нормы времени приема больных в поликлинике. Инфекционист должен уделять пациенту на амбулаторном приеме 20 минут, онколог 23, пульмонолог и хирург по 26, фтизиатр 35 минут. Если прием не по заболеванию, а профилактический, время осмотра пациента сокращается на 10–40% в зависимости от специальности врача. С 1 ноября новые автомобили будут получать только электронные паспорта. Это касается как производимых у нас, так и импортируемых машин. Уже сегодня в системе порядка 1,5 миллиона паспортов транспортных средств. Госавтоинспекция более года работает с электронными паспортами. На произведенные в России автомобили электронные ПТС оформляют сами производители, на импортируемые представители компаний в России. Те, кто ввозит единичные транспортные средства, должны сначала получить электронный ПТС из любой из испытательных лабораторий, которые подтверждают соответствие конструкции транспортного средства требованиям безопасности. Львиная доля ввезенных автомобилей приходится на дальневосточный регион. Здесь работают 4 таких лаборатории. В прокуратуре региона прошла коллегия по вопросам защиты прав дольщиков. Участие в мероприятии приняли руководители и представители заинтересованных министерств и ведомств, правоохранительных органов республики, сотрудники прокуратуры. В ходе него сообщили, что в 2019-2020 годах выявлено порядка 100 нарушений закона в данной сфере. Принято 70 мер реагирования. Так, в 2019-м по представлению прокуратуры принято постановление правительства Якутии по вопросам поддержки граждан, пострадавших от двойных продаж. В рамках реализации данного акта 31 пострадавшему дольщику оказана социальная помощь на общую сумму 37 миллионов рублей. Строительство волоконно-оптической линии связи завершилось в поселке Тикси Булунского района. Они способны обеспечить граждан новейшими телекоммуникационными услугами, отметил начальник территориального узла связи ГУП ТЦТР в районе Иннокентий Федоров. Строительство велось с апреля 2020 года за счет средств ГУП ТЦТР. На сегодня подключено более 50 объектов. Это многоквартирные дома, предприятия и муниципальные организации. Накануне в стране отметили День памяти репрессированных. Среди них оказались и якутяне. Их историю узнал наш СОБКОР в Москве. Максим Кардозу. Вот так сегодня выглядят лагеря ГУЛАГа, заброшенные руины. И даже не верится, что 70 лет назад здесь в нечеловеческих условиях выживали люди. В 20-е и 30-е годы прошлого века миллионы граждан были арестованы и отправлены в лагеря на север по политическим статьям. Считается, что около 5000 якутян тоже попали под эти жестокие жернова красного террора. Для нас, молодого поколения, очень важно хранить память и никогда не допускать повторения такого сценария. И особенно для якутского народа политические репрессии, конечно, внесли в жизни выдающихся наших представителей якутской интеллигенции, наших руководителей. Каждый год в эти дни якутяне, живущие в Москве, отправляются на кладбище в поселке Коммунарка. Это бывший расстрельный полигон НКВД, где были казнены основатели государственности нашей республики Максим Амосов, Исидор Барахов, Христофор Шараборин и другие. Они уходили в вечность с твердым убеждением, что они сделали все для своей родины, для своих идеалов. Они говорили, уходя своим семьям: передайте детям, что я не совершал преступлений. Я жил ради светлого будущего. Я люблю свой народ, свою родину.
В этом году в коммунарку поехать не удалось. Помешали ограничения, связанные с коронавирусом. Но якутяне все равно смогли почтить память земляков. Был организован мини-митинг у мемориала «Стена скорби» в центре Москвы, который посвящен жертвам репрессий. Этот мемориал появился в 2017 году, и со всей страны сюда привезли камни из тех мест, где и находились лагеря. Есть здесь камень и из Якутии, из Тампонского улуса. Вот он, под номером 19. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Британская компания добывает алмазы из воздуха, в буквальном смысле. Стартап научился производить искусственные кристаллы, используя атмосферный углекислый газ, немного воды и солнца. Рассказывает Татьяна Гамозова. Бриллианты – лучшие друзья защитников окружающей среды. Британский стартап The Sky Mining научился делать экологичные драгоценности буквально из воздуха, точнее, из атмосферного углекислого газа. Компания преобразует его в метан, который затем пропускают через плазму, и на выходе получаются кристаллы. В природе они формируются также из углерода под огромным давлением глубоко под землей. За несколько лет испытаний инноваторам удалось добиться точного химического соответствия природным алмазам и пройти сертификацию в Международном гемологическом институте. При этом производственный процесс не вредит окружающей среде, чего не скажешь о традиционной добыче, говорит основатель компании Дейл Винс. Не думаю, что вклад алмазной индустрии в экономику достаточен. Она использует труд на грани рабства. Мы тратим большие деньги на бриллианты, мы считаем их прекрасными и ценными, но то, как они произведены, вред, который они наносят природе и человеку, относительно незаметен. Помимо прочего, промышленная добыча алмазов из-под земли сопровождается выбросами СО2. Технология, которую использует The Sky Mining, переворачивает ситуацию с ног на голову. Мало того, электричеством процесс обеспечивает другая компания Винса – Ecotricity, которая использует энергию ветра и солнца. Идеальная модель для 21 века, считает предприниматель. Технологию захвата и преобразования атмосферного углекислого газа используют и другие проекты в разных странах мира. Канадская Carbon Engineering применяет ее для производства синтетического топлива. А в Германии ученые работают над тем, чтобы получать из воздуха сажу для промышленных нужд. Книгу «Герои Земли» Олон Хо перевели в электронный формат. Издательско-фондовый отдел Республиканского дома народного творчества и соцкультурных технологий опубликовал ее на своем сайте. Издание посвящено 75-летию Великой Победы. Книга содержит уникальные материалы, собранные из 14 районов, о работниках культуры, которые приняли участие в войне. Якутяне могут прочитать рассказы родственников об участниках войны, которые проработали в разные годы в библиотеках и музеях. Костюмы COVID-19 станут частью празднования Дня мертвых в Мексике. Это южноамериканский Хэллоуин. Маски и шляпы, вдохновленные коронавирусом, будут демонстрироваться среди традиционных костюмов. На кадрах можно увидеть, что уже сейчас жители города могут приобрести необычные атрибуты одежды для праздника. Кепки и маски в виде вируса, а также наряды, похожие на защитные костюмы, что носят сейчас врачи. Продавцы уверяют, что подобный коронавирусный костюм поможет повысить осведомленность о болезни среди детей и при этом сохранить традиции праздника. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.